Ахмарал. Сегодня на моем... Всем добрый день, меня зовут Ахмарал. В общем, случилась такая небольшая история. Хочу с ней поделиться и рассказать, что вообще будет. Я сейчас изучаю турецкий язык. Изучаю его совсем недавно, пару месяцев, еще на начальном уровне. И как любому практикующему или изучающему человеку, который хочет как-то развивать вот этот язык, который он обучается, да, мне захотелось слушать турецкий где-нибудь в другом месте, кроме как у своего педагога, да. Ну, естественно, обычно мы там фильмы смотрим, сказки читаем, и я вбила просто на YouTube сказки на турецком и попала к одной классной девочке, ее зовут Елена. Если вы изучаете турецкий, тоже можете к ней подписаться. Она читает всеми известные сказки, переводит их, читает на турецком предложение, сказки подбирает всеми знакомыми, чтобы мы не сильно расфокусировались на сюжете, а больше обращали внимание на вообще грамматику, да, как построено предложение, как турки в принципе выражают свои мысли, да. Также она переводит, комментирует некоторые формы или слова. Мне очень понравилось, я залипла, когда у меня есть время, я, получается, ее смотрю и вот так вот тоже практикую язык. Но потом прошло несколько недель, и мне стало интересно, есть ли вообще казахские сказки на YouTube, тоже вот кто-то вот так транслирует или не транслирует. В YouTube, к сожалению, нету такого формата. Потом возник следующий вопрос, а вообще изучается ли казахский язык или нет? Есть ли спрос вообще к казахскому языку или нет? Все-таки это для меня важно. Я нахожу, действительно изучают люди, причем очень много людей изучают казахский язык. Я была чему очень удивлена. И не только я, там под комментариями было очень много комментарии о том, что они сами в шоке, что так много людей хотят изучить казахский язык. Это были такие часовые видео, где формат обучения идет такой школьный, то есть там что-то доска, что-то грамматика, все слишком замудрено, все как для школьников. Но сама я люблю больше немножко неформальный формат, потому что когда я чувствую себя в школе, у меня немножко начинается вот это, борьба, что, учиться, да, вот это особо не люблю, поэтому я выбираю такие нестандартные формы обучения. Итак, в общем, что меня удивило, что там десятки тысяч просмотров, столько же комментариев, я была очень приятно удивлена. Но я была также огорчена тем, что по-другому казахский язык не изучается, поэтому, может, он и не актуален. Например, в изучении английского языка есть столько методик, да, что можешь подобрать себе какой-то классный и просто изучать. В общем, мне понравилась идея той Елены, которая изучает турецкий. Она, конечно, лингвист, я не лингвист, я педагог, но не официально педагог, но я работаю в этой же сфере. Поэтому могу, скажем так, моя особенность в том, что я могу донести что-то в более легкой форме, потому что я люблю воспринимать информацию максимально легче, в легкой форме. Вот такой вот у меня ленивый мозг, мне нужно все вот прям так по-простому и по-понятному. Я надеюсь, таких людей очень много, и надеюсь, что вы изучаете казахский язык или хотя бы его практикуете. У нас, смотрите, этот уровень, конечно, не совсем нулевой, если вы еще совсем ничего не знаете, ни одного слова, да, там прям нулевой уровень казахского языка, то, скорее всего, это будет сложновато. Лучше бы хотя бы что-то знать, хотя бы самые-самые первые элементари. Что мы будем делать? В общем, вот такая вот история я вам рассказала, так как это первое видео, захотелось вообще поделиться, с чего я вообще это все начинаю. У нас будет такой же формат, мы будем читать сказки на казахском языке. Например, сегодня у нас будет сказка «Золушка», она всем известная, сильно напрягаться в сюжете не стоит.
Опять же, во время поиска сказки я наткнулась на такую проблему, что у нас нету классных, кратких сказок, которые переведены на казахский язык. Например, я знаю, что бывают сборники, да, там, Ганса Христиана Андерсена, да, есть сборник по всем его сказкам, не такое растянутое, не растянутый сюжет, а вот кратко, ясно, по маленькому предложению, то есть было бы классно так, потому что если я буду читать прям все диалоги, все очень четко, это будет совсем длинное видео, станет, я думаю, ну, тяжело, скучно, да. Поэтому вообще у нас сборников на сказки вообще нет. Есть только народные казахские сказки, но я думаю, их можно потом добавить, так как там новые сюжеты, вообще сами казахские сказки очень на самом деле интересные, ну, схожи друг с другом. У нас сейчас урожай, поэтому чуть-чуть без воды, чуть-чуть, когда много говоришь, оказывается, горло сушится, да? Поэтому, в общем, Золушку я, ну, не скажу, что полностью перевела сама, но я его постаралась максимально сделать компактной, чтобы вам было легче ее слушать. И убрала какие-то вот старинные казахские слова, которые сейчас вообще не употребляются, которые будут лишним багажом. Ну, действительно, у нас иногда любят добавлять какие-то древние ежельга суздер, да, куня суздер, но они нам действительно не нужны, так как мы их в жизни употреблять не будем. А так как вы просто изучаете разговорный казахский, я думаю, он вам не нужен. Ну вот, вроде бы все рассказала. Мы будем, получается, читать сказку на казахском, будут субтитры, будет текст. Я буду переводить его на русский язык, буду параллельно объяснять какую-то вот форму построения слова, да, или такую маленькую грамматику, чтобы вы понимали, почему именно так говорят на нашем языке. Ну, если позволите, мы начнем. Я надеюсь, он записывает. Сейчас посмотрю, вдруг я все рассказала, он не записывает. А нет, записывает на 7 минут. 7 минут представлялась, в общем, ну, надеюсь, было не скучно. Итак, первая сказка, я пока ее на 4 распечатала, но если у вас есть классные сборники, пожалуйста, подскажите мне, потому что я его не нашла, может быть, у вас она дома есть, какие-то сборники, да, на казахском языке, можете мне предложить, я куплю. Так, итак, первая сказка «Золушка». Казахша «Күлше қыз». «Күлше қыз» вообще, давайте объясню, почему «Күлше қыз». Но вообще, я точно не могу сказать, почему именно мы перевели его как «Күлше қыз», потому что есть два варианта построения этого слова. Есть два корня. Күлше это вообще на казахском языке какая-то сладкая булочка или лепешка, да, вот такая вкусная лепешечка. Мы күлше называем. Сейчас в основном это говорят на юге Казахстана. У нас это мало используется. У нас больше как токаш используется, да. Кыз это девочка. Кыз у нас слово амоним, есть кыз дочка и кыз и девочка. Тут имеется в виду девочка, да. Күлше кыз, то есть такая, ну, вкусная девочка, наверное, сладкая девочка. Но опять же, это не точно, потому что тут есть второй корень кыль. Кыль обозначает, он тоже подходит, он переводится как пепел. То есть мы знаем, да, что Золушка, она сама по себе заморашка, ее так, ну, сестры, да, ее зовут в мультфильмах заморашкой. Она такая вся действительно пыльная, вся грязненькая, убирается постоянно. И, возможно, имеется в виду вот в этом контексте. Потому что подходит и то, и то. Например, в турецком языке это переводится как кулькебиссе, тоже имеется в виду корень кыль, имеется в виду тоже грязная, вот эта грязная кошечка, ее там зовут. Ну, мы не заморачиваемся, это просто к слову, чтобы было понятно, почему күлше қыз. Вообще мы сразу понимаем, күлше қыз сразу Золушка, и все. Итак, поехали. Ертеде бір диірменшінің қызы болыпты. Ертеде это такой оборот у нас, как говорят давным-давно, да, но мы его еще больше древним сделали. Ертеде, то есть давным-давно
Бір диірменшінің у одного мельника. Диірмен у нас идет мельница. И вот это ш, если вы видите суффикс ш, оно как бы, как сказать, ну, то есть мельник была мельница, и стал он мельником, да, то есть у нас, например, было, скажем, оку это у нас изучать, окуша это ученик, то есть ш у нас порождает новые слова, в основном профессии и вот такого типа. То есть диірмен ш это у нас мельник, нын это такое окончание, оно будет очень часто встречаться, поэтому я обязательно к нему про него скажу. Нын это обозначает, ну, отвечает на вопрос кого, чего, да, кымнын нинын, то есть кого, диірменшінің, кого, мельника. Так, бір диірменшінің у одного мельника қызы болыпты, была дочка. То есть қызы тут имеется уже в контексте дочка, да. Болыпты, тоже к нему сейчас остановлюсь, потому что будет очень много таких глаголов. Булу это быть, болыпты имеется в виду в прошедшем времени, можно сказать болды, например, но есть разница между болды и болыпты. На русском языке нету аналогового такого глагола, потому что есть на турецком точно есть такой аналог, это мыш-мыш, и у нас опте-эпте. Что это обозначает? Это тоже прошедшее время, но имеется в виду, это такое событие, о котором мы 100% не знаем, действительно ли это было. То есть мы не уверены, мы слышали, мы там услышали, мы примерно знаем, нам сказали, поэтому мы можем как говорить про это, да. То есть сказки это же мы не знаем, это не факт 100%, никто его не доказывал, мы не знаем, была ли действительно мельник, был там девочка, была ли, поэтому мы говорим болыпты, ну мы так слышали, да, нам так говорят. Вот. А если мы скажем менен алмам болды, вы точно знаете, что у вас было яблоко. Вы его держали, вы его видели, вы точно знаете, что было яблоко. Тогда будет болды просто. А если, скажем, онын алмасы болды, то есть мы не уверены, было ли у него яблоко, но мы видели там, скажем, какие-то остатки яблока и примерно предполагаем, что у него, возможно, оказывается, было яблоко. Да? Вот опты, вот это время прошедшее. Так, дальше. Сондай тәтті қызды көріп, ата-анасы оған күлше қыз деп есімін қойған екен. Сондай тәтті. Сондай это значит такая, то есть мы усиливаем такая сладкая девочка. Сондай тәтті қызды көріп, көріп это видеть, да? Увидев такую сладкую девочку, ата-ана у нас родители. Ата отдельно будет вообще-то девушка, она отдельно будет мама. Но ата-ана это такое слово, одно переводится как родители. Родители оған ей күлше қыз деп Золушкой есімін қойған екен. Қойған екен это вообще қойған екен обозначает ставить. Ставить имеется в виду и имя ставит, и что-то, какую-то вещь ставят на стол, все будет кою. Тут имеется в виду, поставили ей такое имя. Есім это имя. Также у нас есть ат имя тоже. Например, в основном чаще всего представляются менің атым Ахмарал. Меня зовут Ахмарал, но официально будет менің есімім Ахмарал. То есть ат такое более неформальное, есім более формальное, да, слово. И еще могу тут обратить внимание на слово «оган». Это обозначает «ей». У нас в казахском языке мы не заморачиваемся. Он, она, ее, его. Да? У нас все будет «ол», «оган», «она», то есть корень «о». Поэтому тут заморачиваться не надо. Увидев такую сладкую девочку, родители поставили, да, тут именно поставили ей имя Золушка. Алайда қыздың туған анасы көп ұзамай қайтыс болыпты. Алайда это однако. Қыздың, опять вот, да, кімнің ненің, қыздың, кого? Девочки, туған анасы, это родная мама, көп ұзамай,
Көп узамай вообще обозначается не проходя много времени, не пройдя много времени, қайтыс болыпты, умерла. Көп это вообще идет много, а узамай тут идет отрицательное. То есть если вы видите в слове мами, это обозначает наоборот. То есть көп узап кетті, если было бы, то типа она далеко ушла, да? А тут көп узамады, то есть это недалеко, это было недавно, да? Вот это. То есть мами у нас идет отрицательное, но будет тоже часто попадаться. И опять же, қайтыс болу — это умирать, қайтыс болыпты, то есть мы слышали, что она, оказывается, умерла, да, мама. Сол себепті диірменші екінші рет үйленеді. Сол себепті, по этой причине, диірменші мельник екінші рет во второй раз үйленеді, женится. Можно сказать үйленіпті, ну, иногда можно переходить и на просто прошедшее время, потому что, чтобы каждое предложение не звучало ыпты-ыпты, болыпты, келіпті, қайтыс болыпты, үйленіпті, чтобы было чуть-чуть созвучно и красиво, уже потихоньку переходит на обычное прошедшее время, то есть он женился во второй раз по этой причине. Өгей анасынан күлше қыздың екі әпкесі пайда болады. Өгей анасы — это мачеха, то есть у нас было туған анасы, это родная мама, өгей анасы мачеха. Күлше қыздың у Золушки екі әпкесі. Два әпке — это сестра. Две сестры пайда болады. Пайда болу — это появляться. Появились. То есть у нас у Золушки две сестры появились от мачехи. Олар анасына ұқсаған. У меня тут будет шумно, потому что я нахожусь у себя в центре, у нас детки параллельно там занимаются, будет некий шум, я надеюсь, не особо слышно. Олар анасына ұқсаған, өте надан және қатыгез адамдар екен. Олар, опять же, они, анасына ұқсаған. Ұқсау — это быть похожим, да? Можно употреблять так как и по отношению к человеку, так и к предмету. Например, алма шарға ұқсайды. Алма похожа на шарик, да? Типа там в форме, например. А тут анасына ұқсаған, то есть на маму похожи. Они были похожи на маму. Какими, да? Өте надан. Өте — это у нас очень. Надан. Я вот надан, прямой перевод на русском языке, я, к сожалению, не знаю, но я попробую вам объяснить смысл, потому что надан мы тоже очень, не так часто употребляем. Надан имеется в виду, это не глупый, глупый будет акмак, а надан — это прям очень такие люди, которые ничего не понимают, ничего не осознают, такие очень темные люди, да, у которых вот свое какое-то вот маленькое сознание, и вот они, и оно, скорее всего, негативное, да, очень такое плохое создание, они вот даже не пытаются там какой-то свет в свою жизнь принести, имеется в виду сознательно, да, то есть настолько глупые люди, которые ничего не понимают, что происходит. Ну вот, такое видео плохое, да? Такие өте надан және қатыгез адамдар. И жестокие люди екен, оказывается. Екен у нас переводится как оказывается. То есть они оказываются очень жестокие и надан адамдар, люди, которые похожи на свою мать. Олар күлше қыздың сұлулығы мен мейірімділігін көре алмайды. Байғұс қызды әбден жұмысқа салып, дұрыс тамақ ішуге, не дем алуға уақыт қалдырмайды екен. Длинное предложение, разберем. Олар, они, күлше қыздың, опять, да, кого? Золушки, сұлулығы мен мейірімділігін, красоту и доброту көре алмайды. Завидует. Көре алмау — это завидовать. Если перевести прямо, то это будет көру — это видеть, алмау, опять же, ма, да, отрицание, то есть не видеть.
То есть они не могут видеть, да, то есть, ну, переводится как завидуют. Завидуют красоте и доброте Золушки. Байғұс қызды әбден жұмысқа салып, байғұс қыз бедняжку, да, бедную девочку, әбден жұмысқа салып, әбден настолько, очень, да, слишком. Жұмысқа салу — это припахать. Вот, именно припахать. То есть ее настолько припахали, бедную девочку. Вообще жұмысқа салып — это у нас два слова. Жұмыс — работа, салып — ложить. То есть ее буквально, ну, вот, положили на работу, да, но вообще переводится как припахали. Салу имеется в виду еще, например, что-то положить на что-то, на салу, тоже в этом плане. То есть ее, бедную девочку, припахали настолько. Әбден дұрыс тамақ ішуге, правильно питаться или покушать, не дем алуға. Не — это не, вот русское не то, да, вот не, вот это наше тоже. Не дем алуға, не отдохнуть, то есть не поесть, не отдохнуть. Уақыт қалдырмайды екен. Уақыт — время, қалдырмайды — не оставляют, оказывается, екен, да. Қалдыру — это оставлять, опять же у нас маме, қалдырмау — не оставлять, то есть не оставляют, и время, оказывается, да, понятно. Бір күні сол елдің ханзадасы еліне жар іздеп жүргенін жариялайды. В один день сол — это тот, елдің, того народа принц, ханзадасы. Кто ханзадасы? С — это вот принадлежность. Сол елдің ханзадасы, принц того народа, еліне, народу. То есть елдің есть и еліне. Елдің имеется в виду кімнің, кого, народа, еліне, кому, народу. То есть народу жариялайды. Глагол, да, у нас все глаголы, кстати, стоят в конце, не может быть по-другому. Жариялайды — объявлять, объявляет народу, что жар іздеп жүргенін. Жар — это пару, или не то что пару, а вот именно супруга, да, іздеп жүргенін, что ищет, объявляет, что он ищет себе супруга. Так же, как и супруг, это может быть и муж, и жена, жар тоже это может быть муж и жена. Іздеу — это у нас искать. То есть іздеп жүр — это ищет. Прям ходит и ищет, в таком плане имеется в виду. Переводится. Сол себепті патшасындағы барлық бикештерді үлкен сауық кешіне шақырады. Сол себепті, повторяется, да, по этой причине патшалығындағы, извиняюсь, патшалық — это у нас патша, это король, патшалық — это у нас королевство. Опять же, суффикс, который создает новое слово, да, патшалық — это королевство. Дағы, патшалығындағы, к меняется на букву г, так как патшалығындағы, неудобно говорить, патшалығындағы. Патшалығы — это его королевство, патшалығындағы — вот это, то есть где, обозначает место, в его королевстве, да? Поэтому в его королевстве барлық бикештерді, всех дев или девушек, үлкен сауыққа, сауық кешіне, үлкен — это большой, сауық кеші — это у нас вообще вечеринка, но раньше это были балы, да, то есть на бал шақырады, приглашает. Бикеш — это у нас девушки, но девушки — это больше қыздар, а бикеш — именно дева. То есть даже вот по гороскопу я дева, қазақша будет таки бикеш. Бикештер, да? То есть он приглашает всех девушек королевства своего, да, приглашает на бал. Күлше қыздың әпкелері де сауыққа барынша дайындалады. Ал күлше қызды өйде шешесі көп жұмыс беріп үйде қалдыруға тырысады.
Давайте сначала вот это. Күлше қыздың әпкелері де сауыққа барынша дайындалады. Золушкины сестры тоже. Вот это де, это имеется в виду тоже сауқа. Тут сауқ кештец, просто сократили, то есть добавил. Барынша дайындалады. Барынша, бар это есть, бары это все, что есть, а барынша это вот всем, чем может, всем, что они имеют, да, то есть всеми возможными путями они дайындалады, готовятся. Вот это де тоже нужно сказать, потому что оно будет повторяться. У нас де пишется либо слитно, либо отдельно от слова. И если де пишется слитно, сейчас это на примере будет понятно. Например, алмада сүйек жоқ. У яблоки нету костей. То есть алмада имеется в виду где, да, в яблоке, то есть алмада. Или қалада машиналар көп. В городе много машин. То есть если де, это просто когда гласные мягкие, будет де, да, ну, скорее всего это знаете. Например, көшеде адамдар жоқ, на улице нету людей. Это вот когда пишется де слитно со словом, это имеется в виду место где. Но если пишется раздельно, как в данном случае әпкелері де, или там, вот, например, алмада, алмұртта, тәтті, это обозначает и, то есть и яблоко, и груша вкусная, то есть қалада да, көшеде де адамдар көп, и на улицах, и в городе много людей. То есть понятно, да? Это когда у нас пишется слитно, обозначается как и. То есть в данном случае и сестры, и золушки вот, готовились, да, максимально. Барынша как максимально можно, да, перевести. Ал кіші қызды өгей шешесі көп жұмыс беріп, үйде қалдыруға тырысады. Ал это что-то, да, там. А Золушку өгей шешесі мачеха. То есть у нас до этого было өгей она, а тут өгей шеше. Вообще шеше, она одно и то же обозначается как мама, но она это более такое, знаете, мамочка, матушка, а шеше это более формально, то есть мать, да, то есть больше формально, да. Так, имеется в виду гешеше, то же самое мачеха. А Золушку мачеха көп жұмыс беріп, много работу давая, үйде қалдыруға тырысады. Үйде қалдыруға, дома оставить, тырысады, пытается. Әбден шаршаған күлше қыз жұмыстарын бітірген соң анасының мазарына барып көп жылайды. Әбден, то есть настолько, да, у нас, кажется, уже было, настолько уставшая Золушка, әбден шаршаған күлше қыз, жұмыстарын бітірген соң, жұмыстарын, работы, да, тартер, ларлер, дардер, это множественное число, жұмыстарын, работы свои, да, это ее работы, бітірген соң, бітіру, это закончила, сон, ну это как после того, как она закончила свои работы, очень уставшая Золушка, анасының мазарына барып, мазар это у нас, как же, кладбище, да, она барды, то есть пошла на кладбище своей мамы, көп жылайды, много плачет. Бір мезгілде, в один момент, адам сенгісіз ғажайып пайда болыпты. В один момент адам сенгісіз, то есть человек, сену это верить, сенгісіз
Тут, кстати, не через маме, да, тут через сингсыз. Ну, сингсыз, а там сингсыз это как бы уже больше как фразеологизм, уже устойчивое словосочетание. Адам сингсыз, то есть какое-то вот невероятное обозначает. Невероятное. Хажайб пайда болупты. Хажайб это у нас волшебство. Волшебство появилось. Пайда болу это появилось. В один момент появилось невероятное волшебство, да? Күлше қыздың кіндік шешесі тәтті қыздың бір арманын орындап беруге келген екен. Күлше қыздың Золушки, кіндік шеше, то есть у нас была өгей шеше, мачеха, кіндік шеше, кіндік это у нас пупок, то есть человек, который, ну, срезала ей пупок, ну, крестная, в общем. Кіндік шешесі это крестная вот Золушки, тәтті қыздың, тут имеется в виду Золушку, сладкой девочки, бір арманын, одно желание, орындап беруге, исполнить, келген екен, пришла, оказывается. То есть, понятно, да? Ол жердегі таяқшаны алып, оны сиқырлы таяқшаға айналдырып жібереді. Ол это она, жердегі земли, да, которая на земле, которая таяқшаны, палочку алып, взяв, оны, это имеется в виду уже палочку, его сиқырлы таяқшаға, сиқырлы это у нас волшебное, то есть, смотрите, гажайб это все-таки волшебство или чудо, это больше как чудо, гажайб, а сиқыр это больше волшебство. То есть сиқырлы таяқшаға на волшебную палочку айналдырып жібереді, превратила. Айналдырып еще вот айнал, типа поворачивайся, тоже как, ну, вот это вот движение, да, айналдырып жібереді. Превратила в волшебную палочку. Содан кейін күлше қызға ат жегілген карета беріп, керемет сұлу көйлек кигізеді. Содан кейін, после этого, күлше қызға Золушке ат жегілген карета. То есть ат это у нас конь, жегілген, то есть коня, тоже, грубо говоря, ее припахали, да, ну, то есть вот ее, как это говорят, в общем, дали карету, которую вот, повозку, да, наверное, повозку, на которую тащат в конь. В общем, вы поняли, да? А биреп дает, давая. Вот это биреп, алып, когда заканчивается, это значит, что дальше будет еще предложение, и это не последний глагол, поэтому его вот так сокращают биреп, то есть имеется в виду я там рисуя там что-то сделала, да, то есть у нас тоже на русском языке тоже такое есть, то есть имеется в виду мен сурет салып, и дальше там против местедом, да, то же самое, вот это рисуя, там, кушая, это еще не конец, да, то есть вот это вот имеется в виду. То есть она еще и дала карету с конем, еще керемет сұлу көйлек кигізеді. Керемет это невероятное, там, шикарное, сұлу, красивое, көйлек, платье, кигізеді, одевает. Ең кереметі, самое прекрасное, күлше қыздың аяғына елде көрмеген кебісті сыйға тартады. Самое прекрасное, күлше қыздың аяғына, на ножку Золушки, елде көрмеген, то есть народ, көру это видеть, көрмеген это не видевший народ, да, то есть никто такой еще не видел. Кебіс это у нас туфелька. Вообще кебіс это больше как башмачок, но раньше это, видимо, было и туфелькой. Так, кебісті сыйға тарту это подарили, да? Сый это подарок, сыйға тарту дарить. Подарили башмачок, ну, туфельку, которую еще никто не видел. Бірақ кіндік шешенің бір ғана шарты бар еді. Бірақ это но. Но у крестной одна только бір ғана, то есть только, да, бір ғана, одна только условие было.
оказывается. Шарты, условия. Сағат тілі 12-ні соққанда барлық ғажайып ғайып болады деп ескертеді. Сағат тілі, то есть вообще переводится как стрелки часов. У нас тіл это вообще язык, но мы стрелки часов говорим сағат тілі, то есть, понятно, да? Сағат тілі 12-ні 12 соққанда, когда пробьет, барлық весь ғажайып, то есть все чудо ғайып болады. Ғайып болады это исчезнет. Деп ескертеді. Сказала, или как? Так, деп это вот так. Если будет так сказала, то деп айтты. Деп ескертеді у нас, то есть так предупредила. Қуанышы кеудесіне сыймай, күлші қыз сауық кешке тарта жөнеледі. Қуанышы, вот это қуанышы кеудесіне сыймай, это тоже фразеологизм. Если дословно перевести будет радость, кеуде, это вот эта грудная часть, не помещается вот сюда, да, то есть, грубо говоря, от счастья, күлші қыз, Золушка, сауық кешке на бал тарта жөнеледі. Тарта жөнеледі, это типа отправилась. Но тарта жөнеледі, можно сказать просто кетті или барды, но имеется в виду тарта жөнеледі, это когда очень быстро она побежала, да, туда отправилась очень быстро. Тут она же на коне, как раз на карете, и она вот прям, или на машине тарта жөнеледі, вот это прям очень быстрое действие. Помчалась, вот, помчалась, наверное, будет, имеется в виду. Ханзада күлше қызды көрген кезінде, ғажайып сұлу бикешке бірден ғашық болыпты. Ханзада, принц, күлше қызды көрген кезінде, когда увидела Золушку, кез у нас, помните, мезгіль, кез, это как момент, то есть момент, когда увидел Золушку, ғажайып сұлу бикешке, ғажайып тоже как чудесно, невероятно чудесно красивую девушке, да, бикешке, бірден сразу же ғашық болыпты, влюбился. Күлше қызбен Ханзада кеш бойы би билеп уақыттың қалай өткенін аңғармай қалады. Күлше қызбен Ханзада, то есть вот здесь Золушка и принц, кеш бойы, кеш это вечер, бойы это весь вечер, бойы у нас еще вот рост, то есть тла бойы это значит весь рост, то есть тут кеш бойы, весь вечер, би билеп, танцуя или как, уақыттың қалай өткенін, как прошло время, аңғармай қалады. Аңғармай қалу не заметили. Аңғармай қалу не заметили, как прошло время. Бір кезде сағат қоңыраулары сыңғырлай бергенде, күлше қыздың есіне кіндік шешесінің айтқан сөзі түсіп кетеді. Бір кезде, в один момент, сағат қоңыраулары, қоңырау это у нас колокол, қоңыраулар это колокола. То есть, когда колокола часов сыңғырлай бергенде, начали звенеть, күлше қыздың күлше қыздың есіне, то есть есть это вот сознание или память, в память Золушки кіндік шешесінің крестной айтқан сөздері, слова, которые сказала ей крестная, түсіп кетеді, то есть она вспомнила. Вообще түсіп кетеді имеется в виду, есіне түсіп кету, это у нас вспоминать. Түсіп кету само по себе это когда что-то упало. То есть буквально упало ей в голову эти слова, да, то есть она вспомнила, имеется в виду. Ешбір сөз айтпастан, күлше қыз сыртқа қарай бет алып жүгіре жөнеледі. Ешбір сөз айтпастан, ешбір это еш, вот это начало еш, оно обозначает ничего, никого, например, ешка, никто, ешбір, никакое, ешқашан, никогда, вот это
обозначает. Ешбір это никакой, бір это один, да, то есть никакой, никакое слово не сказав, сөз айтпастан, күлше қыз, Золушка, сыртқа қарай, сырт это наружу, да, в сторону выхода, бет алып, это бет это лицо, алып это вот, ну, повернулась, то есть она направилась в сторону жүгіре жөнеледі, побежала в сторону выхода. Ханзада тіпті сұлу бикештің есімін де сұрап үлгермепті. Принц тіпті даже, переводится, принц даже сұлу бикештің красивой девы есімін, имя красивой девы не успел спросить. Сұрап үлгермепті. Ну, сұрап это просить, үлгермеу не успевать, то есть не успел спросить. Асыға жүгірген күлше қыз баспалдақта бір аяқ киімін түсіріп алады. Асыға жүгірген, то есть когда она бежала в спешке, да, күлше қыз, Золушка, баспалдақ это у нас лестница, на лестнице, тате, даде это у нас где, да, где баспалдақта. Бір аяқ киімін, аяқ киім это обувь, одну обувь түсіріп алады, уронила, оставила, да. Орманға жете бергенде ғажайыптың күші кетіп, күлше қыз баяғы кір-қожалық қалпына түседі. Орман это у нас лес, орманға жете бергенде, жете беру это, жету это вот когда ты дошел, жете беру это когда ты вот уже дошел, да. Когда она приближается или доходит только до леса, ғажайыптың күші кетіп, сила күш, да, сила волшебства проходит, кету это уходит, күлше қыз, Золушка, баяғы это старый, кір-қожалық это вот это вот заморашка, ну, такое заморашка, қалпына түседі. Қалпына түсу это вот когда человек была такой, и она вот в состоянии, да, в то состояние түседі, а ведь упала, да, как будто бы, ну, вернулась, она вернулась в то состояние вот такой заморашки, да. Келесі күні, на следующий день, Ханзада әлгі бикешті іздеуге бел буып патшалығына жарлық жариялайды. Келесі күні, на следующий день, Ханзада, принц, әлгі бикешті, әлгі это там, ту деву, іздеуге, искать, бель буып, решился. Вообще бель это у нас пояс, и от этого слова есть бельбюль, это пояс. Бель это вот это место, куда мы пояс, короче, носим. Талия, да, или как? Вот, нет, не талия. Бедра. В общем, бель это вот это то место, куда мы носим ремень. Бельбюль это ремень. Бель это вот пояс. Правильно же, да? Бельбюль, то есть он, буп это как будто бы затянул свой пояс, то есть он решился, да, настроился. Патшалығда свое королевство, патшалығы, то есть его, да, на кому? Патшалығына на королевство, жарлық, объявление, жариялайды, объявляет. Кешегі кеште болған әрбір қыз бикештің үйіне келіп, кебісті барлық қыз баласы киіп көруін бұйрық етеді. Кешегі кеште болған, вчерашнем вечере были, которые, да, әрбір қыз бикештің, каждой девушки и девы үйіне келіп, то есть приходя домой каждой девушке, которые были вчера на балу, да, кебісті, туфельку, барлық қыз баласы, то есть все вообще дочеря, қыз баласы, имеется в виду все дочеря. Вообще вот это бала, слово, оно у нас вот на севере, у нас там, я не знаю, как на севере, у нас в Астане, в Караганде, да, орталық, как же было, что я уже этот, вообще у нас на севере бала имеется в виду, как переводится как
просто ребенок. И мы дальше уже делим. Кыз это девочка, ол это мальчик. Но на йоге, оказывается, бала это уже, ну тоже, наверное, ребенок, но имеется бала, они могут звать сразу мальчика. Кыз это кыз и бала, то есть мальчик и девочка. Но мне кажется, мы правы, да, такая. В общем, кыз баласы, дочеря, барлық, да, все дочеря, киіп көруін, пусть наденут, да, бұйрық етеді, приказывает, чтобы все надели вот эту туфельку, да, все девочки. Кімде-кімге кебіс шақ келсе, сол қызға үйленемін деп жариялайды. Я вообще записывать, я посмотрю. О, Господи, не дай Бог. Ну все, 46 минут уже говорим. Ну, нормально. Так. Кімде-кімге кебіс шақ келсе, сол қызға үйленемін деп жариялайды. Кімде-кімге, то есть кім это кто, кімге кому. То есть кому, да? Кебіс туфелька шақ келсе, шақ это прям ровно. Подойдет ровно, сол қызға, той девушке, үйленемін деп жариялайды. Деп так, женюсь, сказал он. То есть деп это имеется в виду так, сказал, да? Так он жариялайды, объявил. То есть объявил так, принц имеется в виду. Бұл ғажайып кебісті киіп көрмеген қыз қалмапты патшалықта. Бұл ғажайып кебісті, это невероятное или чудесную туфельку киіп көрмеген, не надевшая девушки, қыз қалмапты. Қалу это остаться, қалмау это не осталось патшалықта, то есть в царстве, то есть в королевстве не осталось девушки, да, которая ничего не надела. Ең соңында, в самом конце, ханзада диірменшінің үйіне келіп тоқтайды. То есть принц в самом конце диірменшінің үйіне, куда в дом мельника келіп, придя, тоқтайды, останавливается. То есть он приходит, да? Күлші қыздың өгей әпкелері, әрі тырысса да, бері тырысса да, кебісті аяқтарына сыйғыза алмапты. Күлші қыздың өгей әпкелері, то есть өгей, вот это обозначение же не родное, да, то есть өгей әпкелері это сводные сестры, сводные сестры Золушки, ары тырысса да, бері тырысса да, ары-бері это вот туда-сюда вообще имеется в виду, и так, или туда-сюда, вот это значение. Тырысу это стараться, то есть они и так старались, но кебісті, туфельку аяқтарына, на ножки сыйғыза алмапты. Сыйғызу это помещать, сыйғыза алмау не поместили, короче. Ең соңында, в самом конце, бұрышта тұрған кір қожалақ қызға ханзада назарын аударып, рұқсат болса сіз де киіп көруіңізді сұраймын, дейді. Ең соңында, в самом конце, бұрышта тұрған, бұрыш это у нас угол, бұрыш еще у нас перец, но тут имеется в виду угол. Бұрышта тұрған, тұру это стоять, стоявшую в угле, или на угол, да, на углу, стоявшая на углу, кір қожалақ, то есть заморашку, вот эту девочку, қызға, девушке, ханзада, принц, назарын аударды, это обратил внимание, аударып даже, да, то есть обратив внимание, рұқсат болса, если позволите, рұқсат это позволение, разрешение, да, рұқсат болса, сізде киіп көруіңізді сұраймын, то есть отдельно пишется сізде, и вы тоже киіп көруіңізді примерьте, прошу примерить, сұрайды, то есть он просит примерить, да, ее. Дейді, это он говорит, типа. Ханзаданың сөзіне, өгей шешенің бөгет болуына дәті жетпейді. Ханзаданың сөзіне, сөз это слова, к слову принца, да, өгей шешенің мачехи, тут смотрите, шешенің дәті жетпейді, дәті жету, это имеется в виду
дух, дата это дух, не хватило духу. То есть угещите дата жипида, не хватило духа мачехи, букет булуна. Букет это у нас помеха. То есть она не смогла, у нее не хватило духу помешать, ну, как бы, или перечить, да, вот слову принца. Бугет у нас еще, бугет булу, вот это вот помеха или помешать. Бугет мы даже зовем, вот эта плотина, мы ее тоже зовем бугет, потому что он, ну, буквально мешает воде, да, проходить, поэтому мы его бугет зовут. Күлше қыз кебісті сондай оңайшылықпен киіп, тығып тұрған кебістің екіншісінде кипті. Күлше қыз, Золушка, кебісті, туфельку, сондай такой оңайшылықпен киіп, оңайшылық, оңай это легко, оңайшылық это с легкостью. Киіп, надев с такой легкостью, тығып тұрған кебістің, тығып тұру это прятать, тығып тұрған кебістің, то есть туфельку, которую она прятала, екіншісінде кипті, то есть и вторую она надела. То есть она прятала туфельку и надела. Тут надо было добавить слово снарын, екінші снарын да кипті надо было сказать. То есть вторую пару она тоже одела. Надо было написать. Ханзада күлше қыздың сұлу көздерін танып, екеуі бақытты ғұмыр кешкен деседі. Ханзада, принц, күлше қыздың Золушки, сұлу көздерін, красивые глазки танып, узнав, тану это узнавать, екеуі оба бақытты ғұмыр, счастливый ғұмыр это жизнь, да? Счастливую жизнь кешкен деседі. Кешу это проходить. То есть они прожили счастливую жизнь. Деседі имеется в виду тоже, опять мы же не знаем, было ли это, не было. То есть имеется в виду, так говорят, что они прожили долгую счастливую жизнь, да? Вот. Кешу это у нас еще суды кешу, то есть проходить через воду, да? То есть вот это вот